Все внимание на сцену. Ученик 4 класса Симферопольской музыкальной школы номер 5 Гирей Аляметов исполняет композицию «Нагме» – мелодия, которую написал Фикрет Салидинов. Произведение известного композитора пришел послушать и Руслан Османов. По профессии доктор, но в свободное время любит послушать родную крымско-татарскую музыку. Хочу сказать, что благодаря таким людям, как Фикрет Салидинов, благодаря людям искусства, музыкантам, композиторам, поэтам, и сохранился наш народ. Хочется, чтобы побольше было таких хороших и необходимых для каждого народа вечеров. Вечер памяти композитора прошел на сцене Дома культуры микрорайона Каменка в Симферополе с соответствием всех предписаний Роспотребнадзора. Организаторами также был подготовлен фильм, который познакомил зрителей с биографией Фикрета Салидинова. Также были представлены песни и танцы, поставленные на музыку, написанную композитором. Сейчас звучит одна из композиций Фикрета Салидинова. Из-под его пера вышло более 400 музыкальных произведений. Также он написал около полусотни стихотворений на крымско-татарском языке. Фикрет Салидинов родился 2 июля 1926 года в селе Эски-Эль Бахчисарайского района. Любовь к музыке у него появилась с детства. В 11-летнем возрасте будущий композитор смастерил свой первый инструмент – скрипку из фанеры, телефонных проводов и конского хвоста. Во время Великой Отечественной войны был насильно вывезен немецко-фашистскими оккупантами в Австрию, где встретил свою жену, Сибию Мухтеремову. Они прожили вместе всю жизнь, воспитали 11 детей. После депортации в 1944 году оказался в Самарканде. В 1957 прошел конкурс, став первой скрипкой крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Все свои произведения Фикрет Салидинов написал вдали от родного Крыма. В 1980-м вместе с семьей переехал в Херсонскую область. Впервые его произведение вышло в свет 16 лет назад. 22 декабря дочь композитора Эльмира Мамбетова организовала творческий вечер в Симферополе, а 2 января 2006-го сердце композитора перестало биться. Я хочу сказать словами отца. Чем больше будет исполняться классическая музыка с компонентом крымско-татарского этноса, тем больше узнают о таких композиторах, как Фикрет Салидинов, во всем мире. И этим самым мы поднимем культуру нашего народа. Это очень ценно. Услышать произведение и отдать дань памяти маэстро приехали гости из материковой части России. Мне хочется, чтобы все мы, крымские татары, наполнялись этой музыкой и понимали всю мощь нашего народа. Я очень рада, что я сегодня здесь. Мечта о возвращении в Крым не покидала Фикрета Салидинова до самой смерти, однако его музыка сумела вернуться на родину и остаться в памяти соотечественников. Дауд Чахалов и Максим Голубев, телеканал «Миллет».